Здравствуйте, ребята! Рада приветствовать вас на уроке Родиноведения. Тема урока – что выращивают на полях нашей Родины. Сегодня на уроке узнаете, что такое культурные растения и где в нашей стране их выращивают. Познакомитесь с разными видами культурных растений. Узнаете, люди каких профессий занимаются растениеводством. Девиз урока. Наша задача – природу познать, тайны разведать и разгадать, быть любознательными, быть наблюдательными и сохранить красоту обязательно. Телеурок. Все растения мира делятся на культурные и дикорастущие. Когда-то на Земле не было культурных растений, были только дикорастущие. Человек стал выращивать некоторые из них возле своего жилья. Выбирал самые лучшие корнеплоды, овощи, фрукты и оставлял их на семена. Со временем ему удалось вывести разные сорта культурных растений. Для выращивания культурных растений человек обрабатывал и обогащал почву, создавал поля, выращивал на них пшеницу, ячмень, овощи и другие растения, которые употреблял в пищу. Так появилось растениеводство – выращивание культурных растений. А вы знаете, что такое поле? Поле в своем первоначальном смысле – обширное пространство. Это слово используется в различных областях человеческой жизнедеятельности. Поле в сельском хозяйстве – одно из мест выращивания сельскохозяйственных культур. Зимой бело, весной черно, летом зелено, осенью стрижено. Все это поле в разное время года. Земледелие было важным направлением хозяйственной деятельности кыргызов, которое занимало второе место после скотоводства. Этому благоприятствовали климатические условия. Особенно большую роль играло земледелие у кыргызов в Ферганской долине. Кыргызы научились возделывать злаковые в высокогорных районах. Так пшеница и проса выращивались в долине Атбаши. Для большинства населения земледелие носило потребительский характер. Оно обеспечивало такими важными продуктами питания, как мука, ун, толокно, толкан, крупы, акшак и другими видами растительной пищи. Злаковые выращивали в предгорьях и в зоне низких адыров, в местах зимовок. Летом, засеяв пашни, скотоводы поднимались в горы, оставляя для обработки посевов кого-нибудь из членов семейно-родственной группы, как правило, бедняков, эгинчи. Земледельцы, жатакчи, выращивали урожай и заготовляли корм для скота в количестве, которое необходимо для употребления в течение года и для сеяния, а излишек обычно продается очень дешево на рынках. Кыргызы сеяли преимущественно пшеницу, будай, ячмень, арпа, проса, тару. Выращивали также огородно, бахчевые и некоторые виды технических культур. Культурные растения делятся на зерновые, технические, кормовые, плодово-ягодные, бахчевые и овощные. Кукуруза, пшеница, ячмень, овес, рис – это зерновые культуры. Пшеница – род травянистых, в основном однолетних растений. Пшеница была одним из первых одомашненных злаков. Ее
культивировали уже очень давно. Можно с уверенностью утверждать, что древние люди могли использовать в пищу дикорастущую пшеницу. Однако особенность дикой пшеницы – ее зерна осыпаются сразу же после созревания, и их невозможно собрать. Вероятно, по этой причине древние люди использовали в пищу незрелые зерна. Напротив, зерна культурной пшеницы держатся в колосе до тех пор, пока не будут выбиты при обмолоте. Пшеницу выращивают в Чуйской, Иссык-Кульской и Ферганской долинах. Она бывает озимая и яровая. Озимую пшеницу сеют осенью, яровую весной. Зерна пшеницы перерабатывают в муку, пекут хлеб и другие хлебобулочные изделия. Ячмень – род растений семейства злаки, один из древнейших злаков, возделываемых человеком. По древности ячмень, как культурное растение, вполне может соперничать с пшеницей. Широко распространено возделывание ячменя обыкновенного. Другие виды возделываются изредка или произрастают в диком виде. Зерно ячменя широко используют для продовольственных, технических и кормовых целей при производстве перловой и ячневой круп. Ячмень относится к ценнейшим кормам для животных, так как содержит полноценный белок, богат крахмалом. Из ячменя готовят также суррогат кофе. Ячмень выращивают в Нарынской области, в долине реки Арпа. Это неприхотливое растение не боится заморозков и может расти высоко в горах. Так же, как и пшеницу, яровой ячмень сеют весной, а зимой – осенью. Еще одна важная зерновая культура – это рис. Рис – род однолетних и многолетних травянистых растений семейства злаки. Крупяная культура. Очень требователен к условиям выращивания. Может быть погублен заморозками. Рис очень любит влагу, и его побеги растут прямо из воды. Рисовые поля до созревания семян заливают водой, чтобы предохранить их от прямого воздействия солнечных лучей, а также в качестве одного из средств борьбы с сорняками. Осушаются поля только ко времени сборки урожая. Рис отличается богатым содержанием углеводов и относительной бедностью белковых веществ. Из рисового зерна производится крупа и крахмал. Из рисовых зародышей получают масло. Существует множество блюд на основе риса, самые известные из которых – плов, ризотто и паэлья. В Японии из него делают лепешки моти и особые сладости для чайной церемонии. Рис выращивают на полях Ферганской долины. Красная девзира, так называют группу сортов риса, объединенного общими признаками, произрастающая в основном на железистых почвах Ферганской долины, имеет цвет в диапазоне от розового до коричневого и характерную деталь – продольную красную полоску, идущую вдоль зерна. Белая девзира, более известная как чунгара или ок-девзира, происходит из Кыргызстана и имеет светло-жемчужный, кремовый или желтоватый цвет, а также матовый оттенок из-за покрывающей каждое зерно рисовой мучки. Следующий за зерновыми культурами по своему значению картофель. Картофель – важнейший продукт питания, занимающий второе место после хлеба. Почвенно-климатические условия позволяют возделывать картофель повсеместно. В теплых регионах ранние, а в горных районах обычные сорта картофеля.
В Кыргызстане картофель начали культивировать в 60-е годы XIX века. В настоящее время по размерам посевной площади и сбору картофеля республика занимает первое место среди республик Центральной Азии. Основные посевы картофеля размещены в Иссык-Кульской области, в горных зонах Ферганской долины и в Кеминском районе Чуйской области. В последние годы широкое распространение получило картофелеводство в Нарынской и Таласской областях. Очень важны в питании человека овощи и фрукты. Бахчеводство на территории Кыргызстана практиковалось издавна. Оно начало развиваться сначала в Волжской, Джалалабадской, Чуйской областях, затем в Таласской долине. Из бахчевых культур возделывают тыкву, дыню, арбуз и другие. Бахчеводством занимаются специальные крестьянские и приспособились частные хозяйства. Очень много возделывается арбузов. Больше всего овощей, арбузов, дынь выращивают в Чуйской долине и на юге нашей страны. Хлопок и сахарная свекла – технические культуры. Хлопок выращивают в Ферганской долине. Из волокон хлопка ткут ткани. Сахарная свекла хорошо растет в Чуйской долине. Из нее получают сахар. Чтобы обеспечить кормами домашних животных, выращивают кормовые культуры. Это овес, клевер, люцерна. Люди многих профессий заняты в растениеводстве. Хлеборобы, овощеводы, садоводы, хлопкоробы. Очень важный человек – агроном. От его работы зависит, каким будет урожай. Отдыхать ему некогда, он всегда в поле. Но зато люди благодарны ему за вкусный хлеб, булочки и пирожные, которые покупают в магазине. Ведь в них есть частичка его труда. Чтоб земли родили и выросли всходы, заботиться люди должны обо всем. Когда что сажать, все про землю и воду, все должен и знать, и уметь агроном. Также садоводство является одной из важнейших отраслей сельского хозяйства. На территории Кыргызстана садоводство практиковалось издавна. Благоприятные климатические условия позволяют выращивать плодово-ягодные культуры. Садоводство Кыргызстана отличается большим разнообразием пород и сортов плодовых культур. Здесь выделяются из плодово-ягодных культур семечковые, яблоня, груша, айва, косточковые, вишня, слива, черешня, алыча, абрикос, персик, орехово-плодовые, грецкий орех, миндаль, фисташка, субтропические и цитрусовые, инжир, гранат, хурма, лимон, ягодные, клубника, малина, смородина, ежевика, барбарис. Телеурок. Какие растения или их части мы используем в пищу? Почему рис и хлопок выращивают в Ферганской долине? Какие культурные растения выращивают в вашей местности? Из фруктов и ягод делают вкусные соки и варенье. Что еще можно сделать из фруктов и ягод? А я прощаюсь с вами. До свидания, до новых встреч!